Отныне бизнесмены могут обращаться с жалобами и предложениями в Генеральную прокуратуру. Ведь совсем недавно в главном надзорном органе создали самостоятельный отдел по защите прав предпринимателя. Новый орган будет контролировать деятельность исполнительной власти, МСУ, фискальных органов и должностных лиц. Займутся и изучением нормативно-правовых актов, создающие искусственные барьеры, мешающие бизнесу. В задачи сотрудников нового отдела будут входить максимальная защита и недопущение причинения вреда предпринимателям в рамках законодательства. А за всем этим будет следить сам генеральный прокурор. В целом создание специального отдела по защите прав субъектов предпринимательства мы посчитали положительным шагом, потому что все равно такой отдел был нужен, чтобы бизнес имел возможность напрямую обращаться не просто к профильным управлениям Генпрокуратуры, а к специальным ответственным лицам. Насколько он будет эффективным, пока говорить рано. Мы будем наблюдать, мониторить. Это будет, наверное, видно в течение этого года. Однако эксперты сомневаются в эффективности созданного отдела по защите прав бизнесменов. Юридически у органов прокуратуры уже есть функция. К примеру, бизнесмен и до этого мог обращаться в главный надзорный орган в случае необоснованных проверок со стороны госорганов. Потому за созданием нового отдела не последуют какие-либо кардинальные изменения. Юристы рассказывают, что новый орган создан лишь в интересах одного человека. Предприниматель, который находится в городе Каракол, пишет жалобу в этот отдел. Генеральная прокуратура, находящаяся в Бишкеке, разбираться не будет. Она автоматически отпишет все равно в прокуратуру того региона, откуда поступила жалоба. Эта же прокуратура и будет рассматривать. Мнение мое, как юриста, это чисто созданный орган под какого-то человека. У нас зачастую должности создаются, что при мэрии, что при РОВД, что при прокуратурах под конкретного человека. По мнению депутата Джогорку Кеңеша Мирлана Дженчуроева, мы живем в большой конкурентной среде, где должны защищать права предпринимателей, частных и иностранных инвестиций. К примеру, в соседнем Казахстане был создан специальный госорган – арбитражный суд, который работает по системе британского правосудия, где привлекают бывших британских судей. Если говорить о России, то на сегодняшний день Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений, где создаются хорошие условия для бизнесменов. Мы собираемся ввести в УПК некоторые инструментарии, по которому правоохранитель мог бы давать по экономическим преступлениям. Во-первых, некоторые преступления сейчас и правительство, и в Джогоркинеше мы обсуждаем декриминализацию некоторых статей экономических преступлений, некоторых видов экономических преступлений. И плюс меры пресечения будут тоже, они прям в обязательном порядке будут рассмотрены такие меры пресечения, как домашний арест, подписка о невыезде и денежные залоги будем развивать. В целом, создание отдела по защите прав предпринимателей – это положительный шаг. Так бизнес имеет право обращаться напрямую к специальным ответственным лицам. Насколько он будет эффективным, пока говорить рано. Все покажет время, отмечают эксперты. Азамат Кенджешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.